Ой, я сказала, что хорошо все. Стараюсь вернуть. Как наша громко это? Еще один трансляция. Вот тут будет комментарий выходить. Пока тут трое уже смотрят. Ты видишь, что это трое? Ага, хорошо. Спасибо, это не ходи. Вот тут будет комментарий выходить. Пока тут трое уже смотрят. Возьми крепко мясо. Не надо сосать. Просмотр сам. А вдруг мне если ничего не получится? Я буду орать. Добрый день, уважаемые слушатели, кто сегодня захотел с нами встретиться, послушать об особенностях вообще татарской сказки, что такое сказка, чем она уникальна. Ну, примерно на такие вопросы мы сегодня пытаемся с вами ответить. Добрый день, уважаемые слушатели, кто сегодня захотел с нами встретиться, послушать об особенностях вообще татарской сказки, что такое сказка, чем она уникальна. Ну, примерно на такие вопросы мы сегодня пытаемся с вами ответить. Этот звук сейчас будет сюда записываться. Ксения Славова смотрит. Видимо, вот так вот, если с этим отставанием будет. Ну, а что делать? Такое вот приложение. ВКонтакте такая вот так странно. То есть я буду говорить, то есть я на это не обращаю внимания. В какой-то степени сегодня будем затрагивать очень небольшой экскурс относительно вопроса генезиса татарской народной сказки, вообще откуда. Это потом остановимся на некие мировые универсалии, то есть то, что присуще сказкам всего мира. И будем говорить о том, что это явление, оно не только присуще конкретным народам, оно вообще в принципе присуще всем народам мира. И для нас это вот один из таких вот достаточно интересных моментов. И ровно в 16:00 мы с вами начнем уже непосредственно лекцию. И в то же самое время мы пытаемся остановиться на некоторых видах татарской сказки, потому что сказка – это явление многогранное, и в то же самое время явление, связанное с исторической действительностью, с развитием образов, образного мышления конкретного народа, в нашем случае татарского. И вот все это сегодня у нас на лекции. Что, громко что ли? Ну, еще раз здравствуйте. Мы практически начинаем нашу лекцию. Сегодня мы говорим
о особенностях образной системы татарской сказки. Конечно, ее отдельно от всей матрицы такого сказочного явления, как явление культуры татарского народа, отделить нельзя, поэтому мы вкратце остановимся вообще, откуда появились сказки. В частности, в нашем случае, получается, сказки татарского народа. Сказки различные, они по своим типам друг от друга отличаются, они именно отличаются по принципу именно классификации образов. Самый большой пласт и самый интересный это волшебные сказки, авантюрные сказки. В контексте вот этого вида сказок это и сказки богатырские. Истоки у этой сказки, конечно, это мифологическая составляющая. То есть эти сказки появились именно когда-то были мифологические былички, рассказывались, передавались с поколения в поколение, а потом они обретали такую достаточно широкую интересную сюжетность и превращались в некие такие сюжеты, которые рассказывались. Конечно, мы прекрасно понимаем, любое народное творчество, оно имеет вариативность. То есть таких вот, как в авторских произведениях, четкой линии развития сюжетов нету. Там нанизываются очень интересные мотивы, мотивная структура вообще татарской сказки тоже она очень интересна, но в то же самое время мы сегодня увидим, в какой-то степени она и универсальна. То есть это явление, которое присуще практически всем народам мира. Поэтому иной раз мы говорим, вот среди сказковедов дискутировать, что вот этот, тот или иной мотив, он именно присущ только вот этому народу, оно считается таким, ну, не совсем корректным, не совсем научным, в то же самое время не совсем продуктивным дискурсом. Поэтому мы понимаем, что такие сюжеты, они практически присущи многим-многим народам. Что касается татарской сказки, значит, это у нас мифологическая составляющая, мифологическое мышление о сотворении мира, о его многослойности. Конечно, мы здесь будем говорить о тюрко-татарской культуре, о восприятии мира, земли, космоса. Потом Землю мы еще делим на 7 слоев, то есть это, если по астрономии, по физике, то есть это стратосфера, атмосфера, сама Земля, потом подземная. Здесь вот в этом ракурсе мы увидим разные мифологические персонажи, образы в нашей татарской сказке. Поэтому у нас какие-то птицы, как птицы-помощники герою сказки, они будут жить в горах, они будут летать, парить в воздухе высоко, то есть они вот такие очень преданные помощники. А населять будут нас животные, они тоже в какой-то степени помощники в таких авантюрных походах богатыря, в данном случае, в некоторых случаях это героя, а в некоторых случаях именно богатыря, об этом тоже мы скажем. В нашей сказке вот это тоже имеет место быть. И потом у нас дальше идет подземное царство. Подземное царство тоже это на тюркское мифологическое представление, связанное совсем с этим. Это царство Эрлика. И там будут жить некоторые очень интересные животные параллельно, которые будут где-то ставить препятствия герою сказки, через вот эти достаточно сложные ситуации герой должен выбраться и идти к своей намеченной цели. Это касается вот такой вот краткий экскурс по мифологическим составляющим. То есть помимо этого у нас еще есть в татарской мифологической системе есть духи хозяева и духи те, которые наделены некоторыми достаточно противоречивыми, в то же самое время опасными свойствами по отношению к действию к человеку. То есть хозяева – это помощники, их тоже мы увидим, не так много, но тем не менее они есть. И в то же самое время мы видим в наших сказках, о чем вот мы говорили, подземные царства, там будут и на земле, и под землей будет достаточно интересное царство змей. Юха-Елан – это тоже очень интересный персонаж нашей татарской сказки. Вот это вот
часть генезиса, а вторая, достаточно тоже большая часть, это наша эпическая традиция. То есть эпосы, дастаны, они так в народе называются, то есть это эпическая культура, то есть традиция эпосов, но в силу того, что татарский народ давно имеет своей исторической действительно профессиональную культуру, вот именно народная эпическая традиция, она давно уже ушла, но не исчезла, она осталась в сказках. То есть ряд эпосов, они у нас превратились в некие такие вот сказочные сюжеты с вкраплениями эпических поэтических текстов. Это вот сказка «Гүльчащак», «Алпамша», то есть это эпос героический об Алып Мамше. Алып — это у нас богатырь. На них мы сейчас тоже остановимся, на этих образах. И таких вот сказок достаточно много. Их даже, если кому-то интересно будет просто пробегаться, пролистать 13-томник татарского фольклора, академического издания, там 3 тома посвящены татарским сказкам. Если вы увидите в тех или иных сказках в развитии сюжетной линии поэтические тексты, мы прекрасно можем говорить, что этот сюжет был когда-то достанан, и вот эти куски перекочевали в сказку, и они превратились и живут в народной культуре в виде сказочной традиции, в виде именно сказки. Но у нас еще есть большой пласт бытовой сказки, то есть, это очень условное название. Условное название в данном случае мы говорим сказки, где сюжетная линия развивается именно в человеческом современном, в какой-то степени в человеческом социуме. То есть там каких-то волшебных героев, помощников нет, а человек вот рядом со своими, если это феодальная действительность, это феодальная история, значит, это феодал и его работник, то есть бай и ялще, батрак, то есть такие сказки. В данных сказках сюжетная линия развивается именно в контексте самого быта. События происходят именно в таком отрезке, коротком отрезке времени, и вот в этом отрезке сюжет развивается, и в конце сюжета сочинитель сказки, рассказчик, он должен подвести к определенной морали. То есть они вот этими отличаются. Опять-таки, я еще раз говорю, бытовыми они называются условными, потому что в татарской сказочной традиции есть ряд сказок, которых вот, никак не впишешь вот в эту бытовую структуру. Но есть еще очень интересная большая подтема сказочной традиции – это сказки о животных. Вот, что касается сказки о животных, мы на них сегодня не остановимся. То есть здесь сюжетная линия развивается именно в диалогах между животным миром и миром птиц. Или же наоборот, птицы с животными, то есть герои данной сказки будут птицы или животный мир. Они могут быть и дикие животные, и они могут быть дикие птицы, и могут быть прирученные домашние птицы и домашние, то есть представители домашней скотины, в данном случае мы можем так говорить. Но опять-таки в сюжетной линии развивается какое-то событие, причем событие, оно в этих сказках не совсем ординарное, но всегда в конце сказки, то есть сочинитель сказки, рассказчик, в данном случае мы под сочинителем представляем сам народ, разные этнические группы, потом они в контексте развития эпох, туда уже исторических эпох подразумеваем в данном случае, в конце обязательно должен быть некий мораль. В данном случае мораль в соотношении тех ценностных ориентиров, которые воспитаны у народа и которые являются такими основополагающими, то есть которые воспитывают ментальность.
Вот мы сегодня в основном будем говорить о волшебных сказках, об авантюрных, об богатырских сказках. В части волшебные сказки, волшебных сказок, это вот они в какой-то степени, как я уже выше говорила, очень универсальны, и многие ученые на это и подчеркивают. Вот здесь вот очень интересно, вот вся сюжетная линия ложится буквально на несколько таких вот мотивов. Рождение героя, зачастую это чудесное рождение героя, то есть он должен чудесным образом появиться, и он наделен такими какими-то чудесными свойствами он наделен, и, значит, он вырастает. После вырастания, то есть это идет процесс, как бы наступает момент инициации, то есть он должен стать из подростка с парня в мужчину, и он должен найти себе избранницу, и он именно вот в этой части он должен пройти сложный путь испытаний, и в конце концов он, проходя в силу своей смелости, смекалки, доброты душевной, в то же самое время умением держать в руке оружие, вот в части оружия это тоже очень разное, то есть это и мечи, это и чукмары, то есть это древние орудия, которое изготавливалось из корней больших тяжелых деревьев, то есть это как бы прообразы таких вот орудий, сражений. И, естественно, встречаются разные испытания. Это поход, значит, это какие-то подземные царства, его испытывают в благородстве, его испытывают в доброте, его испытывают в смекалке, его испытывают в щедрости. А испытуемые, они, конечно, разные, опять-таки, персонажи-антагонисты, которые противопоставляются. Вот в отличие от русской традиции, в татарской традиции нету Кощея Бессмертного. То есть антагонист героя, то есть его противник, Кощей Бессмертного нет, но вместо него у нас Дию, Пери, то есть это драконы, которые живут за мифической горой Каф. Если с историей связывать, это тюркское название Кавказских гор, но в наших сказках он представляется как мифической горой, за горой Каф. И вот украли девушку султана, падишаха, вот ее надо добывать, ее надо спасать. И герой, он именно в данном случае должен привлекать себе в помощники разных животных, разных птиц, рыб, уток, и он должен добывать заказанную птицу. Это может быть птица самрух, это может быть жар-птица. Он должен привести, он должен выполнить тот наказ, на которого вот его нацелил падишах, и он обязательно должен добыть, помогать, и, конечно, потом в зависимости от развития сюжетной линии, опять-таки разные перипетии, связанные с испытаниями, и потом, в конечном счете, это уже он себе находит пару, герой, достойную пару, и потом возвращается или к родителям, или в родную землю, или же становится правителем, причем правителем непростым, правителем долгожданным, очень мудрым, справедливым. То есть вот эти ценностные ориентиры управления государством, управления фратрией, управления родом, они все заложены вот в этих наших
сказках. Что касается именно вот самого героя, кто они. Есть у нас очень интересная сказка, называется Камар Батыр, то есть это батыр, сделанный, приготовленный, испеченный из теста. Почему здесь мы подразумеваем что мы здесь подразумеваем вот в этом контексте? Камар Батыр, вот именно в сюжете этого образа мы видим очень интересный мифологический пласт. Под мифологическим пластом, то есть это система поверий, есть очень интересное поверье, по которому человек, то есть как бы прачеловек, он когда-то был испечен из глины, тот же самый Адам, и вот отсылается туда, и у старика со старухой нету детей, и они для себя решают в один день, ну, как правило, бабушка уж решает, они уже преклонного возраста, решают, что она попробует испечь, ставит тесто, и через некоторое время удивляется, что у нее на печке бегает малыш, который вот он практически вылупился и появился из теста. Ну, естественно, как вот в этих авантюрных сказках о богатырях, он наделен очень своеобразными качествами. Он растет не по дням, а по часам. То есть за очень короткий период он становится юношей. То есть у него детство очень небольшой период, и он становится... То есть эти сюжеты мы видим и в европейской сказке, видим и в восточной сказке. То есть вот эта наделенность такой вот чудесами, он не чудотворец, вот он в рождении, он вот чудесным образом он рожденный. Естественно, у него есть нечеловеческое, он наделен нечеловеческой силой, он наделен смекалкой, но в то же самое время наделен ли он добротой, наделен ли он щедростью, умеет ли он делиться, вот на все на это сюжет его направляет вот на эти очень достаточно сложные, в какой-то степени страшные испытания. То есть это все добывается только примером. То есть добрым человек может родиться, он должен его доказать. А эта сила его недюшенность, то есть у него такая вот сила нечеловеческая, она должна в сказке служить только доброте, то есть не на уничтожение. То есть в этом, наверное, и вот гуманизм сказок, вообще мировых сказок, в том числе татарских, они, наверное, вот в этом и заключены. То есть для нас это очень интересно. Всем ли слышно? Я вот тут очень увлеченно стала говорить, и в то же самое время мне кто-то пишет, что не особо слышно. Слышно ли всем? Если что-то напишите, пожалуйста, я попытаюсь что-то наладить, то, что в моих силах. То есть вот Камар Батыр. И точно так же есть очень интересный персонаж Таң Батыр. Таң Батыр, опять тот же, он батыр, он богатырь, и в то же самое время он рожден на рассвете. Именно благодаря рожденному на рассвете у него тоже есть некие то есть внечеловеческие какие-то у него возможности, есть чудесные свойства. Опять-таки, я еще раз говорю, герои волшебной сказки, татарской сказки, как и многих других народов, они не наделены волшебными, то есть волшебством. Им в помощники приходят какие-то персонажи и мифологические, и животного мира, и люди, которые окружены, его будут окружать. Вот, к примеру, в той же самой сказке Камар Батыр он встречается
очень своеобразным стариком, маленький старичок, у которого борода очень длинная, и он его тоже испытывает. Он испытывает его в доброте, а только после этого, то есть он для того, чтобы получить вот этого волшебного человека, в дальнейшем какого-нибудь волшебного предмета, герой должен пройти испытание на доброту и на щедрость. Он тут же должен уметь прибежать в помощь, он должен быть верным, но в то же самое время он должен быть смекалистым. Очень много вот таких вот именно общечеловеческих таких вот ценностных ориентиров, которые заложены в сказочную традицию. И потом еще очень интересно, пласт образов волшебных предметов. Они тоже достаточно интересны. К примеру, это могут быть предметы, к примеру, специфический персонаж-помощник, который пришел то есть встретился на пути у героя, после определенных испытаний он его одаривает каким-нибудь волшебным предметом. Что это может быть? Это может быть зеркало. Кинув его, зеркало превращается в большой водоем. Это может быть расческа. Кинув его, то есть в сложных ситуациях, к примеру, антагонист или люди антагониста, или же сила антагониста, или войско антагониста, то есть персонажа, который должен уничтожить этого героя, то есть герой, вот этот волшебный предмет, который он получил благодаря своей доброте, умению, отзывчивости, щедрости. К примеру, если эта расческа кинул, в лес превращается, значит, он на этой стороне леса, а его преследователи, они остались на той. То есть они помогают вот таким образом. Таких предметов очень много. Помимо предметов еще есть целое поле животных. Допустим, утка помогает добывать то, что утонуло. Это может утонуть, может ключ, где открывается ларец, то есть с помощью которого открывается ларец, где спрятаны то-то. Или это могут быть ключи от которые очень интересны. То есть с этого ларца открывается следующий, то есть получается следующий ключ. Этот ключик открывает уже другие двери, а там уже какие-то опять испытания, опять там что-то. То есть вот утка тоже помощница, рыба помощники герою, они не враги. А враги, как я уже сказала, это какие-то змеи, это какие-то это могут быть какие-то паракыш, то есть это черные птицы, это не семрух, это птица, которая живет в горах, который тоже может, просто он плотоядный, он может съесть героя. А чтобы герой его, то есть чтобы опять-таки Харакаш его испытывает. Испытывает опять-таки в чем? Испытывает в доброте. Иной раз бывает, что не Харакаш, вот, к примеру, есть очень интересная сказка, так она и называется, Харакаш. Если вы найдете его в наших сказочных антологиях, сборниках, героя птица забирает, Харакаш забирает, кладет к себе огроменные птицы, то есть его надо представлять, это не просто как в виде какого-то орла, то есть это сказочно очень очень большая птица, герой он забирает и кладет себе в гнездо, там где-то высоко в горах, и идет, думает, что вот пусть пока чуть-чуть полежит, потом уж я его вот разорву и скормлю. И герой, пока вот Харакаш улетел, герой лежит в гнезде, а там
птенцы Каракыша, и Каракыш, то есть герой видит, что к птенцам лезет прям по скалам, поднимается, лезет змея, причем очень большая, которая хочет съесть этих птенцов. И здесь уже демонстрируется герой, несмотря на то, что вот он в страхе, он даже не знает, где он, что он тут же бросается в защиту вот этих птенчиков, птенцов. И, естественно, он побеждает. Вот опять-таки тучи черные появляются, и герой удивленно, значит, глазеет, и потом видит, большущая птица летит. И птица, увидев, что герой встал на ноги, и он тут же его, пикируя, хочет уничтожить. И тут его покрывают птенцы, и они рассказывают своему отцу в данном случае, и матери рассказывают, что вот этот герой их спас, что он был отважным защитником. И после этого Каракыш задает вопрос, чем я тебе могу помочь. И герой опять-таки рассказывает, что ему надо добывать. Именно в процессе вот этой добычи в том плане, что ему заказали, и он должен выполнить, и он рассказывает, куда его надо вести, что надо делать. И вот Каракыш сажает героя себе на шею. То есть вы здесь уже представляете сказку русскую народную про лебедей. Точно так же, но уже на шее Каракыша огромной птицы наш герой летит за 3-9 земель добывать то, что ему надо, а ему надо и золотое руно. Вот видите, очень много здесь вот в наших сказках, не только в наших сказках, это вот очень своеобразно. Если вот по мотивным структурам, по образам, если пройтись, мы увидим, наша сказка, она в том числе, как и многие сказки, как я уже говорила, разные сюжеты синтезирует. Синтезирует в том плане, что сказки, они сами по себе просто таким вот консервированном виде не живут, потому что каждый сказочник, каждый рассказчик, он от себя добавляет в силу своей эрудированности, в силу своей начитанности, в силу своей специфики, он добавляет и добавляет. То есть вот где-то что-то слышал, что-то вот в этом и заключается живость народной сказки, потому что нанизываются очень интересные мотивы, и по этим мотивам мы можем в какой-то степени даже судить, когда, в какой исторической эпохе, в какие времена вот эти мотивы, они были включены, переплетены в татарскую народную сказку. Еще есть очень, что касается еще таких вот знаковых персонажей сказочных, то есть, как я вам сказала, богатырские сказки. Вот в богатырских сказках мы увидим еще очень интересный персонаж, который его имя называется со слова «алып». «Алып» – это великан, это богатырь. Есть очень много мифологических легенд, до сих пор существующих. Они бытуют, до сих пор их мы многократно записываем. Это культурные герои, великаны, которые когда-то населяли землю и которые научили людей обрабатывать землю, у которых была саха, которые носили людей, вот нас с вами, вот по этим легендам, у себя в кармане. У них были ноги большущие, они носили лапти. Вот когда Алып, это я вам сейчас рассказываю не сказку, а мифологические легенды, былички. И рассказывают, то есть, допустим, если там какие-то холмы, особенно вот у нас, в Татарстане, наша территория, это не западно-сибирская низменность, это не Сибирь, это и не степи. У нас есть лесостепи, и еще мы достаточно рельефные, у нас очень много холмов. И среди этих холмов есть холмы, которых народ называет, это холмы, где алыпы, вот эти великаны, когда-то, доисторические времена, вытряхнули землю, которая накопилась у них в лаптях. И они его вытряхнули, и получились вот такие вот холмики. И вот с этими персонажами мы могли бы, то есть мы можем увидеть достаточно интересный пласт уже таких героев-богатырей. Алып Мемшен, как я уже сказала, вот, к примеру, есть такая сказка Алып Мемшен.
Это сказка, которая когда-то была Дастаном. Это Дастанный сюжет, потом он не исчез, но он приобрел другую форму сказочную. Тоже очень интересный персонаж. И вот про этих, если есть Олаб, мы говорим про те древнейшие формы мифологического такого вот мышления нашего народа, которые перетекли и которые живут рядом с нами вот в этих сказочных сюжетах. Потом есть очень интересные сказки, особенно бытовых, мы их называем условно-бытовыми, сказки, где главным персонажем является Тос. Тос – это плешивый, причем вот их очень много, это очень активный персонаж, который, не зря же говорят, вот, к примеру, если у представителя другого народа задать вопрос, вот как вы бы оценили татар, вот какие ему присущи качества, вот у нас настолько это очень активно пользующийся такая характеристика, такое качество татар, вот его смекалистость, плюс с некой, он такой хитренький. Вот эта хитрость, она у нас заложена в сказках, вот в большом корпусе сказок, где главным персонажем является Тос. То есть это не богатырская сказка, это не волшебная сказка, это не авантюрная сказка, это сказка именно где главным является персонаж, который он с виду такой вот слегка убогий, но такой вот помеченный. Меченых, мы прекрасно знаем, это тоже такой вот очень своеобразный мотив в мировой сказочной традиции, вообще это в мифологической традиции тоже есть меченые. То есть вот этот Тос, он такой меченый. Но если в волшебной сказке, богатырской сказке, особенно в богатырских сказках, герой с чудесным рождением, наделен чудесными качествами, но не является чудотворцем, а у него есть вот такие качества, а вот Тос, он или родился таким, или он таким вырос, или он таким вот стал слегка убогим, он меченый. Вот именно меченость, в нем есть смекалистость, и в нем есть хитрость. Он не за счет своей силы побеждает своих антагонистов. В данном случае антагонистом являются баи, в какой-то степени, может быть, в кавычках можно сказать, феодалы, то есть это землевладельцы, у которых много земли, у которых есть много чего, он живет в достатке, а этот плешивый должен ему прислужить, но он в то же самое время добывается своей цели именно вот этой своей смекалостью и хитростью. То есть вот этот тоже очень интересный собирательный персонаж. Есть еще немного, но достаточно интересный такой вот корпус сказок, где героями являются близнецы. Что касается вот этих вообще в мировой традиции, культурной традиции, мифологической традиции, близничный миф, он достаточно сложный, в то же самое время он очень, как вам сказать, сложный для восприятия, для современного восприятия сложноватый. Но в то же самое время там очень все объясняется и понимается. Почему? Потому что и в старину мы это прекрасно знаем, даже со средневековой истории европейской, мы знаем это с древнейших форм, родоплеменных обществах, в разных народов, в разных этнических традициях, об этом тоже говорится, когда у тебя в семье рождаются близнецы, если это два, то есть именно близнецы, два мальчика, это всегда очень сложный, спорный вопрос, потому что только один имеет право унаследовать престол, то есть быть наследником тех земель, фратрий, где его род проживает. И всегда, то есть вот
старались что-то сделать, чтобы один из близнецов должен был быть уничтожен. Именно вот этот мотив заложен в близничные, то есть в сказке с близничными образами, то есть вот образы близнецов. И всегда народ в данном случае наделял только, то есть в завершении сказки, в развитии сюжетной линии, побеждал и становился только тот, во-первых, угнетенный, которого отдали кому-то, которого спрятали куда-то, которого оставили в степи или еще что-то сделали, но в силу своей доброты, смелости, справедливости, то есть вот все качества, которые нужны правителю, то есть он доказывает по ходу развития сюжета. Сюжет именно развивается в том ключе, он должен доказать, то есть все свойства, то есть справедливый, щедрый, добрый, правдивый, смелый, отважный, вот все эти качества, которые требуются от правителя, то есть он именно по ходу своих вот этих бедствий, он доказывает, и потом в конечном счете он является долгожданным, достойным, является, то есть потом становится, доказывает, становится правителем. Это уже что касается именно вот этих образов. Сейчас я хотела бы остановиться на тоже очень интересном персонаже, герой сказки. Это очень из таких вот активных образов. Это образ змеи. Вот мы прекрасно знаем про Зеланд, крылатый змей, который является символом герба города Казани. Вот этот образ, он достаточно интересно демонстрируется, его качество в нашей сказочной традиции. Мы должны прекрасно понимать, змеи, они очень разные. В нашей сказке и в наших мифологических представлениях очень активно мы можем наблюдать двух змей. Одна змея – это белая с рогом, коронованная, то есть ее и так и называют, в которой есть корона. Но под короной подразумевается у этой змеи есть некий рог. Вот почему мы до сих пор видим на нагрудных украшениях татарских, потом, когда дети рождаются, на чепчике мы вот эти раковинки, маленькие раковинки до сих пор пришивают его, несмотря на то, что то есть эти раковинки каури, они у нас практически их нет, но изредка их находили, и считалось, что это как раз рог вот этой белой змеи. То есть этот рог, это каури, раковина каури, она именно вот по нашим мифологическим представлениям, она наделена очень большими возможностями оберега. То есть это обережный потенциал у этого рога очень мощный, и он защищает от дурного глаза, от бедствий. Это касается вот белой змеи. И белую змею мы увидим не в качестве главного героя, мы его увидим в наших сказках в качестве помощника героя. Герой должен знать, как себя вести с этой змеей. Эта змея справедлива, эта змея испытывает, эта змея дает задания, и эта змея будет защищать, она будет делать все для того, чтобы герой дошел до цели. Поэтому мы ее увидим вот в этой ипостаси. Еще у нас есть змея Юха. Она крылатая, но Юха Елан от белой змеи отличается по
под своей специфике, по своей функциональности. Юха, почему она юха? Потому что она перевоплощается. У нее, то есть она наделена свойствами перевоплощения. Откуда же появляется юха? Юха появляется, то есть любая змея, которая прожила на этой земле 100 лет, она превращается в аждаху. Аждаха – это уже крылатая змея. А вот юха может быть, то есть превратиться в образ молодой девушки. Именно она будет испытывать парня, героя в данном случае, предстанет перед героем в виде очень красивой девушки и будет себя предоставлять, тут как бы вот в этом образе предоставлять и делать свои темные дела с героем сказки. Вот не зря даже в современной лексике мы это слово встречаем, вот этот фразеологизм. Мы так до сих пор говорим, особенно мы говорим те, которые вот из ряда вон слишком активно подхалимничают и что-то прям вокруг нас крутятся. Мы таких людей называем, что это за юха такая. То есть мы начинаем сомневаться в истинности этих чувств, истинности этих деяний, которые вот этот человек, с которым мы общаемся, слишком услужлив, и мы настораживаемся. И так мы друг другу и передаем, да, ну, он же этот юха. Вот почему он, интересно, как превратился в юху? Что это вот он от меня хочет? То есть вот эти подозрения, они у нас тут же как бы вот оцениваются именно вот этим словосочетанием юха-елан. И в сказках юха также и наделен. А что касается уже крылатого, крылатый в сказках вот крылатого змея-помощника мы не так часто встречаем, но в легендах, именно в мифологических легендах, быличках достаточно много можно встретить, значит, то есть как бы змея, которая защитила город Казань, которая защитила, то есть была Алабуга, тот же самый город Елабуга. Многие исследователи этногенеза тех или иных, в данном случае топонимов, в данном случае вот Елабуги, в частности Марсел Фернасович Бакир, известный фольклорист, он, Алабуга, буга это тоже змея в татарском языке, Алла это пестрая, вот именно покровителем города Елабуги была именно такая вот очень большая змея, которая защищала город от набегов врагов, от бедствий. И то же самое вот связано с Казанью, и в связи с Булгарским городом тоже есть некоторые такие суждения, то есть с таким смыслом, с такой сюжетной линией мифологические былички. То есть это касается вот этого образа. Дальше очень интересный образ, наверное, многим будет, ну, многие, наверное, задаются, откуда взялся в сказке Шурале образ Шурале. Я хочу сказать, про Шурале сказок практически нет. Есть сказка Габдуллы Тукая, который взял за основу мифологический персонаж Шурале. Это дух, не совсем, это вот мифологический персонаж, который живет в лесу. И причем всем этническим группам этот персонаж не присущ. Он присущ татарам, которые проживают за Казани, и частично в правобережье Волги мы записывали мифологические былички, мифологические рассказы, легенды, связанные с этим персонажем. Это очень интересный персонаж, который живет в лесу, у которого действительно у него на лбу есть рог, у него длинные пальцы. Он очень любил кататься на лошадях. Есть огромное количество мифологических вот нами записанных таких вот рассказов, что вот дедушки когда-то, вот, допустим, мой дед, мой прапрадед, когда-то, еще пацаном, юненьким, они
пасли табун лошадей ночные ночью. И вот Шураля потихонечку подошел, отогнал чего-то коня, забрался и всю ночь прямо это на нем катался. То есть Шураля очень любит кататься на лошадях. Шурале щекочет, причем он боится воды, Шурале, вот в этих быличках. Если он за тобой будет гнаться, если у тебя есть щепоточка соли, если ты вот ему кинешь, если это вот попадет ему в подмышки, а там у него кожи нет, и он будет орать и визжать, и отстанет. А если у тебя, если ты знаешь, что неподалеку есть ручеек, допустим, который течет по лесу, и ты его просто перепрыгнешь, и Шураля тебя будет догонять, он увидит, что перед ним вода, он уже в воду залезать не будет. То есть вот такими качествами наделен Шурале в наших мифологических представлениях. А в Заказани, где, особенно вот в нынешнем современном Арском районе, очень много этих быличек мы записывали. И Габдулла Тукай проводил много времени, как много времени относительно, конечно, за его 26 лет, за неполных 27 лет, он в Заказани бывал, с детства эти былички слышал, и вот он сочинил эту сказку. Если у нас Тукай не был бы таким популярным, не был бы таким великим поэтом, мы, наверное, про Шурале тоже особо ничего и не помнили бы. Помнили бы, что есть такой мифологический персонаж. А вот именно сказка в виде сказки, она вот в таких вот сюжетах, всего лишь вот в таком сюжете она вот есть, а вот как поэма, она очень своеобразная, она очень такая вот певучая, там тот же самый Батыр мы видим, и он в силу своей смекалости побеждает этого лесного, Тукай его называет лесным овцом, лесная овца. Вот эта лесная овца, она лесной овцой называет, и лесная овца, она в данном случае за счет того, что Батыр его вот так вот побеждает, и плюс ко всему все делает для того, чтобы остальные Шураля не знали, не узнали, кто все-таки сотворил. И Тукай придумывает Батыру имя Балтар. То есть вот он говорит, что тут в прошлом году вот мои руки прищемили, так вот я и прищемленный остался. То есть вот сюжет тукаевской сказки, она вот такова, а персонаж, вот он в нашем татарском представлении очень своеобразный. Это, я говорю, это хозяин. Как вот не столько хозяин, неправильно я выразилась, это не хозяин, а дух, такое вот существо, мифологическое персонаж, существо, которое живет в лесу, очень своеобразное существо. И вот этого персонажа мы так и увидели. В принципе, в заключение, что хотелось бы сказать, конечно, это за часть, это очень короткая экскурсия по татарской сказке. Сказка, конечно, она у всех народов очень большой пласт. Это большой корпус такого вот литературного творения народа. Там иной раз удивляешься, язык очень острый, очень образный, в то же самое время повествуется замечательно. Вот мне задают, чтобы перейти, задают очень интересный вопрос, какие сказки лучше читать детям, чтобы воспитывать доброту. Вообще любая сказка, она нацелена на доброту, но опять-таки самое главное, вот вот надо ведь, чтобы помимо доброты, то есть и доброта нужна, но эту доброту надо ведь, то есть слово доброта это еще ничего не говорит. Доброту надо ощутить, то есть как оно творится, доброта, через какие поступки, как. Поэтому я предложила бы, для того, чтобы дети взахлеб вас слушали, читайте им сказки волшебные, читайте им богатырские сказки, акцентируйте, задавайте вопросы. То есть я всегда говорю, если мы читаем сказку
вот нам рассказывали, мы еще застали те времена, бабушка у нас знала сказки, и нам рассказывали. Это, во-первых, она нам рассказывала, во-вторых, у нас не было этих книг. Книги сказочные, вот эти вот разрисованные, красивые книги были в школе, которые мы выписывали, то есть мы его уже сами читали. А под рукой у бабушки был только тот арсенал, то, что она сама слышала. Иной раз даже иногда я думаю, некоторые сказки моей бабушки, они составляли сюжетную линию из 3 из 4 сказок. То есть она всегда сказки можно рассказывать, как его ты сам видишь и как интерес твоего ребенка пробуждается. А чтобы учить доброте, надо показывать те действия героя, за счет чего вот ему. А ведь в сказке же не говорится, вот сейчас он будет делать доброе дело. Вот то, что это было добрым делом, это мы договариваем. Мы уже все это обсуждаем в процессе чтения, в процессе после чтения. Потому что, ну не знаю, вот почему-то все говорят, что сказка на ночь. Вот у нас сказки на ночь особо-то и не было. Мы сказку слушали, когда шел дождь, когда в детский сад не ходили, бывало, что и такое, когда болели. То есть эта бабушка нам определенные часы, мы садились, и она нам рассказывала. Очень часто мы любили сказку слушать у бабушки, когда вот все двоюродные, то есть как бы эти, которые мы вместе жили, рядом жили, двоюродные к нам приходят, и вот бабушка нам сказку рассказывает. Вот опять-таки выбор сказки у каждого свой. А если вы не знаете, и вам не рассказывали, вы сами мало читали, берите за основу волшебные сказки. 2-3 дня вы будете читать, ребенок будет, но опять-таки вы должны найти то место, на котором вы останавливаетесь. Потому что ребенок, если вы перед сном читаете, ребенок, это живой человек, он уже вполне осознает, надо найти те точки, где вы останавливаетесь. Не на страхе, а на том, что все-таки он победил. Вот он какой он молодец. И у ребенка, у него уже дальше он сам будет сочинять. Мы же сами сочинители, мы же дальше представляем. Поэтому, опять-таки, я говорю, ну, как бы вот завершение. Сказка, она, ну, дает те жизненные ситуации, в которых мы никогда не окажемся. Возможно, и дай Бог, мы не окажемся. Но он нам дает готовый рецепт. И как из этого выйти? Значит, выйти надо по совести, по доброте, по щедрости своей. Это немаловажно. И мы тем самым где-то вот даем возможность ребенку, будучи уже взрослым состоянии, то есть в каких-то ситуациях жизненных, в какую сторону делать, вот обидеться и ударить, или же, допустим, обидеться, потом понять и дать, протянуть руку, потому что даже в наших сказках, особенно в бытовых, есть такая вот мораль, их несколько, вот где-то порядка 10-12 сказках, вот по моим наблюдениям, сказка, вот мораль завершается «Тош отхнала ош от», если в тебя будут кидать камни, кинь им еду. То есть нельзя держать в себе обиду. Надо всегда идти навстречу. Вот это, видимо, ну, такие вот общечеловеческие мировые универсалии, которые готовят человека сосуществовать вот с этим миром, с другими людьми, с птицами, с животными, с деревьями, с растениями, то, что окружает. И все это вот его помощники. Они все рядом существуют, и надо будет, они тут же помогут. В реальности так и есть. Так, у меня еще есть несколько вопросов. Сейчас я их здесь... Так, несколько вопросов у меня здесь вот были. Ну, опять-таки, какой самый популярный герой в татарских сказках и почему? Вот на данный вопрос я бы ответила следующим образом. Но для меня их героев очень много. Вот я очень, вы, наверное, уже заметили, очень люблю волшебные сказки, люблю очень авантюрные сказки. Мы недавно, в 2017 году, сделали книгу, сборник сказок сибирских татар. И я зачиталась взахлеб.
То есть я иногда даже своим детям говорила, Гарри Поттер отдыхает, потому что такие очень интересные авантюрные сказки. Они сейчас вот готовятся 25-томник в Институте языка, литературы и искусств Академии наук Республики Татарстан. Эти сказки они обязательно войдут. Так-то мы их опубликовали вот в этой книге. Она так и называется, на русском и татарском языках. Составитель Фарит Юсупович Юсупов, доктор наук, он называется «Сибирский татар из сокровищ духовной культуры и маки сказки». Как я сказала, на 2 языках. Очень интересно там именно, когда я читала, удивилась, нашла сказку, практически по сюжетной линии 100% совпадает с книгой «Алхимик» Пауло Коэльо, который вот в начале 90-х годах был очень популярным, издавался, тиражировался практически на все языки мира, миллионными тиражами. Такая очень популярная книга была. И сказка называется «Пастух». У Пауло Коэльо Сантьяго, а тут «Пастух». Все то же самое, все происходит на Востоке. И есть очень интересный ряд интересных сказок. Вот «Крылатый конь» Ершова. Ершов сам признается, он говорит, что он эту сказку, за основу у него же поэтическое произведение, он так и говорит: я эту сказку, сюжетную линию взял у народов Сибири, в частности у сибирских татар. То есть тоже та же самая сказка. Она была опубликована в 1861 году, записал Ратлов, Вильгельм Ратлов, Василий Ратлов, он немец по происхождению. Он на протяжении многих лет ездил по Сибири и по Алтаю у тюркоязычных народов, собирал их творчество, в частности сказки, легенды, и опубликовал его в Санкт-Петербурге. Именно он многотомник сделал, и в 4-м томе своего такого многотомника, в данном случае он как раз эти сказки опубликовал, и Ершов об этом и говорит. То есть я к тому, что при желании, если мы хотим, во-первых, любая сказка – это всегда образный мир. Мы расширяем тем самым образное восприятие мира у детей. Не только у детей, даже у самих. То есть нам иногда кажется, что вот мы все знаем. Сейчас, тем более в современности, у нас есть возможность полетать с континента на континент. Нам кажется, что мы уже все знаем, мы такие уже ученые. И в то же самое время читаешь сказки и удивляешься. А ведь наши предки, наши прапрапрадеды, прапрапрабабушки тоже этот мир знали, тоже описывали. То есть и растительный мир, и животный мир, и подводные царства. Вот, к примеру, есть очень интересная сказка, где герой попадает в подводный мир и встречает, то есть ему на помощь уже приходят коньки морские, морские животные. И удивляешься, откуда это все. И, конечно, еще раз я и говорю, что сюжеты сказок, они, мотивы сказок, они, рассказчик, где-то про образ сочинителя сказки, автора, он уже его наделял, наполнял всеми ценностными ориентирами, которые есть в человеческой цивилизации. И, конечно, вкрапливал туда те сюжеты, которых он когда-то слышал. И сам уже договаривал, рассказывал, добавлял, интереснее делал. Потому что сказки ведь они не только детям же читались. Не было же кинофильмов. Еще литература была рукописная, то есть переписывала все. Но все остальное именно доставалось благодаря, то есть находилось своих слушателей, своих трансляторов, благодаря рассказчикам. Были искусные рассказчики, искусные были рассказчики.
И они, конечно, не просто так же, то есть они были каким-то вот таким вот природным даром обладали. Они эти сюжеты слушали, слышали, находили, где-то читали, где-то узнавали. То есть, как правило, у кого-то услышали. Потом все это вот очень интересно, вот как бы вот, типа вот бусинку составляли, получалась очень интересная сказка. Что еще? Вот что касается, задает вопрос, какая у меня любимая сказка. Ну, сказок очень много. Какой-нибудь интересный. Ну, во-первых, надо, наверное, сказать, что то есть мы относимся к тому поколению, которым еще сказки рассказывали. Ну, то есть нам его реально рассказывали. Сказка, она была как бы вот неотделимой частью нашего детства. Это во-первых. Во-вторых, мы дети Советского Союза. Мы очень любили смотреть наши мультфильмы, фильмы, особенно фильмы по сказкам, по русским народным сказкам, по сказкам народов Советского Союза. Особенно это, помните, наверное, ну, многие моего поколения, наверное, помнят, это и старшим моего поколения, это сказки режиссера Рома, это вот про Бабу Ягу. То есть для нас сказка это, ну, наше детство и сказка, они вот рядом. А уже у моих детей сказка относительно, ну там, наверное, уже начальные классы, 5-6 классы. Это когда они научились читать, это уже Гарри Поттер. Там тоже очень много такого вот связано со сказкой. Там тоже очень своеобразные персонажи. Где-то взяты именно из мифологических представлений, где-то опять-таки они ориентированы на общечеловеческие ценности. Тем, наверное, это все и подкупает. В разряде любимых их очень много. Любили вот в детском садике, наверное, до сих пор это так. Ну уж так уж любили инсценировать сказку. Конечно, инсценировали сказку про репу. Вот в отличие от вот что такое детский сад и что такое бабушкины сказки, там, конечно, есть очень большое отличие, потому что в советские времена образовательную программу для детских садов составляли в основном очень мало татарского было очень достаточно прилично, было переведенные с русского языка на татарский язык сказки. Такие вот татарские сказки мы в основном уж слушали из уст нашей бабушки. Поэтому Хамыр Батыр — это вот одна такая вот сказка, одна из самых первых сказок, наверное, которую я прочла сама. Я его очень хорошо помню. Потом Таң Батыр, потом Гүлшешек. Вот есть, это я во взрослом состоянии поняла, что есть очень интересный корпус сказок. А вот в нашем случае как раз это сказка Гүлшешек про девушку, которая была украдена. И вот как потом она возвращалась там, в сюжетной линии сказки очень интересно рассказывается о появлении первых музыкальных инструментов, как вот о домбре, как волосы Гүлшешек, когда брат увидел на дереве волос и начал, то есть его натянул на ветку и сделал из него музыкальный, то есть на щепку и сделал из него музыкальный инструмент, и струна, то есть волос сестры запела и рассказала о своей судьбе. Такие сказки, они очень интересные, то есть именно вот с этим сюжетом, вот с этим мотивом есть и у удмуртов, есть и у башкир, есть и у украинцев, именно о появлении музыкальных инструментов. А в европейских там же мир совсем по-другому, то есть там другая совершенно сюжетная линия.
А у нас здесь вот так как у тюркских народов другой инструментарий, и, естественно, в сказках тоже немножко по-другому. То есть вот очень много интересного можно рассказать, можно узнать о сказке. Но наша, наверное, с вами, если вот меня слушают взрослые, наша с вами задача, дети должны верить, во-первых, в чудеса, дети должны верить в доброту, дети должны верить в добрую силу, дети должны верить в человечность. Почему должны верить? Потому что добрую, отзывчивую, щедрую, душевную, душевную вот среду они должны оставить после себя. А сказки, они вот, их главный посыл вот в этом. Все равно доброта побеждает зло. Но в то же самое время для этого надо быть отважным, для этого надо быть смекалистым, для этого надо быть щедрым, для этого надо уметь делиться. То есть, что на сегодняшний день в нашей среде, так как вот социум совсем другой, ребенок в основном как бы вот отвагу-то проявлять негде, и в то же самое время делиться-то ведь особо не с кем. Поэтому вот сказки, они как бы учат, что надо отдавать, отдашь, получишь больше, потому что человеческая цивилизация, вот его мироустройство, оно вот состоит вот из этих основных таких вот точек опоры. Мир вот на этом держится. На доброте, на щедрости, на красоте, на смелости, на отваге, преданности вот друзьям, кто тебе помог, близким, родителям, родному дому, краю, любить ее, защитить ее, и она все равно воздастся. То есть вот это начало такого вот сложного человеческого пути, его жизненного такого вот цикла, и каков вот по завершению след, в какой среде вот он вот состарился, это немаловажно. Если есть вера вот в эти чудеса, которые вот есть в сказке, значит, этот человек еще, как говорится, с перспективой вокруг него. То есть он проживет интересную жизнь, добрую жизнь, в то же самое время отзывчивую жизнь, к нему тоже будут откликаться. Это немаловажно. Вот, вкратце, что хотелось бы пожелать. Конечно, наверное, вот есть некое время, которое называется сейчас у нас, мы 1,5 месяца практически будем сидеть дома. Из них уже, я думаю, больше половины мы уже посидели дома, чем-то занимались. Вот. Почитайте сказки, по сюжетам сказок составляйте какие-то картинки. Сейчас же очень интересно оживлять картины. Оживляйте сказочные какие-то картины, сочиняйте, составляйте вместе. Эти персонажи одевайтесь, выбирайте. Или же наоборот, просто почитайте, послушайте, посмотрите, как ваши дети откликаются на вашу сказку. Опять-таки я вам еще раз говорю, сказки рознь. Одно дело, когда ты читаешь 4-летнему, другое дело, когда ты читаешь уже 6-летнему, 7-летнему, 10-летнему мальчику и 10-летней девочке тоже есть что почитать. Вот в отличие от современной жизни, то есть современной литературы, богатырские сказки, они именно вот ориентированы на воспитание будущих мужчин. Почитайте, если у вас есть сыновья, почитайте богатырские сказки, почитайте. Там девушек нет. Там шикарный парень защищает, добывает, помогает шикарную девушку. Потом он, несмотря на то, что он совершенно другого рода, он становится достойным мужчиной, защитником этой красавицы.
И на этом строится счастливое будущее, такая семейная жизнь. Вот на это и ориентированы наши все сказки. Оставайтесь дома, защитите близких, но в то же самое время общайтесь, фантазируйте, мечтайте, говорите, рассказывайте, слушайте, посмотрите, как реагируют на ваши сказки ваши дети, ваши близкие. Это немаловажно. До свидания. Все?